Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Жители Абхазии с российским гражданством смогут получать бесплатное лечение в России. В Сухуми прошел вечер поэзии, посвященный творчеству Фазиля Искандера. Исполнилось 33 года со дня образования Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации. Бадра Гунба провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Международного экономического форума «Абхазия. Инвестиции в будущее». Глава государства подчеркнул стратегическое значение предстоящего мероприятия, отметив, что его итоги должны стать практической основой, дорожной картой для развития экономики страны в ближайшей перспективе. Президент также отметил важность соглашений, подписание которых планируется в рамках форума, в том числе между ведомствами Абхазии, России и Южной Осетии, а также между абхазскими структурами, крупными предприятиями и организациями. В ходе заседания премьер-министр Владимир Дылба доложил о ходе подготовки форума, включая организацию деловой программы, круглых столов и выставочных мероприятий. Это очень важная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития экономики в целом. Если говорить о представительстве, на этом форуме запланирован приезд большого количества, в том числе наших российских коллег. В этом форуме также будут участвовать наши производители, участники внешнеэкономической деятельности. Как раз-таки такого рода площадки создадут нам наиболее благоприятную возможность для развития ключевых опорных сфер развития нашей страны в целом. У городов районного подчинения Пицунда и Новый Афон могут появиться собственные бюджеты. Президент провел совещание по данному вопросу с членами специально созданной группы. Глава государства обсудил предложения, направленные на совершенствование статуса органов местного самоуправления и органов государственного управления в городах Пицунда и Новый Афон. Поводом для встречи стало недавнее обращение депутатов собрания города Пицунда по вопросу децентрализации финансовой самостоятельности. До вступления в силу в 2015 году нового закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия эти города обладали собственными местными бюджетами. Однако после реформы их финансовый статус был фактически низведен до уровня поселка и села. Рассмотрев инициативу депутатов, президент принял решение о создании рабочей группы под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Шампа. На мой взгляд, необходимо проработать механизм создания возвращения к тем условиям, которые были ранее. Для меня очень важное направление. Считаю, что мы должны вместе подумать, принять решение и создать наиболее благоприятные условия, чтобы в городах формировались собственные бюджеты, чтобы эти бюджеты использовались оперативно, эффективно. Это не только создание определенных условий и возможностей для городов, но это и серьезная ответственность, когда в районе, в городе будут распределяться средства, принимать решения по расходной части, когда у них самостоятельно будет возможность оперативно реагировать на те вопросы, которые возникают в рамках своей деятельности. Бадра Гунба 9 мая посетит Москву по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина и примет участие в Параде Победы на Красной площади, сообщает пресс-служба главы государства. День Победы – это священная дата, объединяющая наши народы общей историей, подвигом и памятью. Участие в торжествах в Москве – это дань уважения героям и подтверждение нашей общей ответственности за сохранение правды о Великой Победе, отметил Бадра Гунба.
В эти дни в Сочи проходит просветительская сессия проекта «Наследие, развитие, единство» для ветеранов СВО из регионов Южного федерального округа России и Республики Абхазия. В работе сессии принимает участие вице-президент Абхазии Беслан Бигвава. На торжественном открытии мероприятия Беслан Бигвава зачитал приветственный адрес президента Абхазии Бадры Гунба к организаторам и участникам. Приветственный адрес от президента Республики Абхазия. Дорогие друзья, искренне приветствую всех, кого объединяет служение Родине, ответственность за ее будущее и верность принципам боевого братства. Нас связывает не только общее историческое прошлое, но и прочное единство, проверенное временем и испытаниями. Наш народ всегда стоял плечом к плечу с российскими братьями, защищая общие ценности от Великой Отечественной войны до наших дней. Особые слова уважения участникам специальной военной операции. Ваше мужество, стойкость и преданность долгу являются примером истинного патриотизма. Граждане Абхазии, принимающие участие в СВО, достойно продолжают традиции боевого братства и вносят свой вклад в общее дело. Республика Абхазия последовательно поддерживает Российскую Федерацию и остается надежным союзником. Нас объединяют глубокие исторические, духовные и человеческие связи, основанные на доверии, взаимной поддержке и общей ответственности за будущее. Сегодня особенно важно сохранять это единство, поддерживать друг друга и вместе двигаться вперед, укрепляя наше сотрудничество и реализуя совместные инициативы. Желаю вам успешной работы, крепкого здоровья и новых достижений на благо наших народов. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба. В ближайшем будущем будет разработана и внедрена целевая государственная программа «Сельский учитель». Об этом, в частности, шла речь на совещании, которое провел премьер-министр Владимир Дылба с представителями Минпросвещения, АГУ, Министерства соцобеспечения и демографической политики и Минфина. Программа разрабатывается в рамках поручений президента и направлена на повышение качества образования в сельских школах и создание дополнительных стимулов для поддержки молодых и опытных педагогов. В 112 сельских школах Абхазии трудятся свыше 2000 учителей. 33 года прошло со дня образования Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации. Создание этого ведомства было продиктовано суровыми испытаниями, выпавшими на долю нашего народа в годы Отечественной войны. 23 марта 1993 года указом Верховного Совета Абхазии, подписанным председателем Владиславом Ардзенба, был сделан шаг, сыгравший важнейшую роль в новейшей истории нашего государства. За этим решением стояла не просто юридическая формальность, а твердая политическая воля, направленная на сохранение единства народа. За 33 года работы комитета реализовано множество проектов, направленных в первую очередь на поддержку тех, кто вернулся на историческую родину. В знаменательный день руководство и коллектив возложили цветы к мемориалу первого президента в селе Нижняя Шера, почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии в парке Славы, а также возложили цветы к памятнику махаджирам. Здесь, в здании репатриации, состоялось торжественное собрание. Отличившимся работникам были вручены почетные грамоты и памятные подарки. Церемония прощания с поэтом, литературоведом, критиком, журналистом, общественным и государственным деятелем Владимиром Зантари состоится 24 марта в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба с 10 часов утра, сообщает Госкомиссия по организации похорон. Траурный митинг в 13 часов. С 14 до 16 часов церемония прощания и митинг пройдут в родовом доме поэта в селе Тамыш Очимчевского района.
Лечение в медучреждениях России по обязательному медицинскому страхованию, повышение квалификации медицинских работников за пределами страны, закрытая кардиохирургия и помощь больным, находящимся на гемодиализе. Глава Минздрава Республики рассказал журналистам об итогах рабочего визита в Российскую Федерацию. Подробности в репортаже Гугуцы Вардани. Теперь гражданам Абхазии, имеющим гражданство Российской Федерации и полис ОМС, доступен полный объем медицинской помощи в российских медучреждениях. Ожидается, что документ будет ратифицирован в ближайшее время. В будущем для получения полиса необходимо будет обратиться в столичную поликлинику, предъявив документ. Бадр Зурабович Гумба, президент Республики Абхазия, обращался к Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, о том, чтобы граждане Российской Федерации, проживающие постоянно на территории Республики Абхазия, имеющие загранпаспорта, могли получать всю необходимую медицинскую помощь на территории Российской Федерации. И не только внутренний паспорт с пропиской, но и теперь на основании загранпаспорта и на основании полиса обязательного медицинского страхования можно будет оказывать все необходимые медицинские процедуры на территории Российской Федерации. Это очень важный документ, однако этот документ должен быть ратифицирован. Для этого есть определенный регламент, и по срокам, после того, как будет проведена ратификация, этот документ вступит в силу. Российские коллеги регулярно приглашают абхазских врачей, возглавляемых министром Эдуардом Будба, для участия в мероприятиях в сфере здравоохранения. Одна из таких встреч состоялась с директором Центрального научно-исследовательского института организации информатизации здравоохранения Минздрава Российской Федерации Ольгой Кобяковой. Стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами в области здравоохранения, акцентировав внимание на разработке моделей для более эффективных управленческих решений, пилотных проектов, цифровой трансформации и обучения медицинских специалистов. Сложных направлений, которые также необходимо будет внедрять в Республике Абхазия, это цифровая трансформация в отрасли. Мы говорим о цифровизации здравоохранения, по IT-технологиях. И один очень сложный, но очень нужный вопрос, который также реализуется под эгидой Минздрава Российской Федерации, это и обучение для организаторов и специалистов здравоохранения. Этот научно-исследовательский институт находится под прямым подчинением Минздрава Российской Федерации. И в мае месяце приедет большой десант российских специалистов для планирования тех вопросов, которые мы обсуждали непосредственно в Российской Федерации. Коллеги обсудили дорожную карту совместного плана мероприятий двух министерств. Одной из ключевых тем стало повышение эффективности работы медицинских учреждений, в частности, реконструкция Центральной районной больницы. Также был поднят вопрос подготовки и повышения квалификации медицинских работников за пределами республики. В рамках рабочего визита в Москву Эдуард Будба встретился с директором Национального медицинского исследовательского центра трансплантации органов имени академика Шумакова Сергеем Готье. В ходе встречи обсудили возможность лечения в России абхазских пациентов, находящихся на гемодиализе. У нас 61 гемодиализный больной, который получает услугу гемодиализа на территории Республики Абхазия. И я вам так хочу сказать, что вот в Российской Федерации, если есть полис обязательного медицинского страхования, то очень большое количество всех этих погружается в этот полис обязательного медицинского страхования и дальше. И более того, сейчас и трансплантация тоже почки тоже погружена в ОМС. И да, вот такое окно возможности есть после реализации этих протоколов и ратификации. В этом направлении тоже будет проводиться огромная работа, она очень большая. Поэтому мы хотим, чтобы, если наши граждане, которые имеют российское гражданство по полису ОМС, понятно, что там есть определенные критерии, которые должны соблюдаться. Это мы в рабочем порядке отдельно проговорим, но я хотел бы отметить, что этот вопрос уже стоит у нас на повестке, и мы этим вопросом плотно занимаемся. А для тех, у кого нет российского гражданства, условно говоря, если есть наши граждане, которые имеют только абхазское гражданство, сегодня по закону в Российской Федерации только можно родственную пересадку делать. В этом направлении завтра у нас будет большое совещание, мы пригласим руководителей наших центров по гемодиализу, переговорим с родственниками, если у кого-то из родственников так желание помочь своему очень близкому человеку,
ребенку, который находится на гемодиализе, и чтобы произошла трансплантация органа, в частности почки, мы вот в этом направлении также будем активно работать. Также в рамках рабочего визита обсудили и вопросы командировки российских врачей в Абхазию в курортный сезон. Очень сложный также такой вопрос, как командировка российских врачей в курортный сезон в Республику Абхазия. Мы понимаем, что во время курортного сезона в разы увеличивается количество гостей, в разы увеличивается количество нагрузок на лечебные учреждения, в частности, на Гагрскую больницу, на Республиканскую больницу, на инфекционную больницу города Сухум. Мы видим, что сталкиваемся с проблемами ротавирусной инфекции, как сезонной, как летний, как зимний. Все время у нас есть какие-то вызовы. И вы знаете, что в прошлом году в один из пиков Российская Федерация, благодаря помощи Минздрава России, благодаря командировке российских специалистов, по-моему, в августе месяце было 22 специалиста, которые находились одновременно в разных лечебных учреждениях республики, начиная от Гагры, заканчивая Очамчиров, Итварчал, Гал. Вот. Сегодня также эти вопросы прорабатываются. Мы готовим график специалистов, которые нам необходимы. Это узкопрофильные специалисты. И, в частности, большой дефицит у нас в республике реаниматологов, поэтому эти направления также активно прорабатываются. Министр здравоохранения отметил, что благодаря поддержке со стороны российских коллег в стране открыт сосудистый центр, где уже сделано более 188 операций. Кроме того, идет процесс строительства детской республиканской больницы. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Рада Гвинджи, Абхазское телевидение. Астамур Кацэ назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Южная Осетия в Республике Абхазия. Указ о назначении Астамура Кацэ подписал президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Министр иностранных дел Олег Барцыц принял копии верительных грамот от вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Астамура Кацэ. Олег Барцыц поздравил вновь назначенного посла с началом дипломатической миссии и выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию и углублению абхазо-юго-осетинских отношений. Уважаемый Астамур Русланович, рад приветствовать вас. Наше сотрудничество между нашими братскими странами, между нашими государствами развивается в духе и в ключе союзничества, партнерства и братской дружбы. И в связи с сегодняшней процедурой, вручением копий верительных грамот, разумеется, выражаю надежду на то, что это сотрудничество продолжится. Мы будем наращивать весь спектр нашего взаимодействия между Республикой Абхазия и братским государством Республикой Южная Осетия. С особой теплотой отмечаю, что оно находится, наше сотрудничество, на очень высоком уровне. Недавняя встреча и наш визит в братскую Южную Осетию – подтверждение этому. Встречи на высшем уровне с руководителями, прежде всего с президентом Республики Южная Осетия, большим другом Абхазии, абхазского народа Аланом Эдуардовичем Гаглоевым, прошла в очень конструктивном ключе. Мы с благодарностью воспринимаем итоги этой встречи. Я, пользуясь случаем, еще раз хочу передать благодарность за то решение, которое принял президент Южной Осетии, и награждение меня одним из высших государственных орденов, орденом дружбы. Все наши встречи с моим дорогим коллегой Ахсаром Буратовичем Джуевым, министром иностранных дел, с спикером парламента Республики Южная Осетия Аланом Таймуразовичем Маргиевым. Все эти встречи прошли на самом высоком уровне и соответствовали и духу нашей дружбы, и букве наших взаимоотношений, наших многочисленных договоров. Все наше сотрудничество, оно базируется на очень солидной правовой и договорной базе.
Я выражаю уверенность, мы уверены, что это сотрудничество продолжится в конструктивном ключе уже при вашем непосредственном участии в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия. Желаю вам успехов на этом поприще, желаю крепкого здоровья и выполнения всех задач, которые стоят перед нашими государствами. Думаю, что все у нас получится на высоком уровне. Ту планку, которую я задал сам перед собой, я думаю, что я ее достигну. Спасибо вам большое. Благодарю. Беслан Квицения назначена директором государственного учреждения Управления государственными дачами Республики Абхазия. Приказ подписал руководитель администрации президента Беслан Эшва. Управление госдачами было реорганизовано в государственное учреждение администрации президента указом главы государства Бадры Гумба в октябре 2025 года. В Государственной республиканской юношеской библиотеке прошел вечер, посвященный поэзии Фазиля Искандера. Мероприятие приурочили к Международному дню поэзии и дню рождения Фазиля Абдуловича. Ирина Богателя расскажет подробности. Вначале была поэзия, ведь начинал он как поэт. Так назывался вечер поэзии, посвященный величайшему писателю современности Фазилю Абдуловичу Искандеру. Поэт родился 6 марта 1926 года в городе Сухум. Русский писатель, поэт и сценарист, которого называли певцом Абхазии, воспевал жизнь и быт абхазского народа. Его работы наполнены мудростью, добротой и иронией над человеческими слабостями, понятные для всех поколений. У Фазиля Абдуловича и язык, и тема были всегда на самом высшем уровне. И все его творчество, да, он любил говорить так, что Господь человека Адама изгнал из рая. Да? Я своим творчеством хочу показать ему путь обратно в рай. Да? В конце концов, одна из главных вещей в его жизни и в творчестве было слово «совесть». И я закончу сейчас его фразой, процитирую его. В книге «Время счастливых находок». Все потерянное можно вернуть, даже потерянное время. Вот только потерянную совесть еще никто не мог найти. Но это не так страшно, если учесть, что по неосторожности совесть потерять нельзя. Для Абхазии Фазиль Искандер был не просто писателем, а главным культурным послом, который открыл наш край всему миру. Его смерть 31 июля 2016 года стала для Абхазии общественной трагедией, которую народ воспринял как потерю близкого родственника. Честно говоря, смерть Фазиля стала шоком. Ну, в том плане, когда вот первый раз я об этом услышал, для меня это был шок, и я, чтобы долго не объяснять свое состояние, лучше прочту стих, который написан в тот день. Это 31 июля 2016 года. Нужные не надо искать слова. Они придут, когда иссякнут в очаге дрова. Огонь погаснет, и в самом центре лета ночная вдруг обрушится гроза. Небо, одевая в осенние холода, не надо нужно искать слова. Они родятся в тишине познаний, когда в безвременье вселенной уйдут твои года. Юлия Инек, директор библиотеки, отметила, что великий философ и гуманист не мог не предвидеть тех изменений, которые происходят сейчас во всем мире, а именно подмену человеческих ценностей, победу зла над добром, право сильного над слабым и многое другое. Все эти темы отражены в творчестве поэта. Абхаз до мозга костей говорил «Ауюду-юзду иламасауб», что в переводе означает «человека делает человеком совесть». По словам Юлии Инек, если бы данный тезис каждый из нас применял в своей жизни ежедневно, то жизнь нашей Богом данной земле улучшилась бы. Вечер поэзии собрал как современников поэта, так и молодое поколение. Они зачитывали отрывки из его произведений, читали стихотворения, а также пели песни. Дарвина великие старания, эволюции всемирная волна. Если жизнь – борьба за выживание, совесть абсолютно не нужна.
Верю я, в картине мироздания человек – особая статья. Если жизнь – борьба за выживание, выживать отказываюсь я. На солнце ягоды горели, голубоватые с боков. Они лоснились и чернели, как лак на панцире жуков. В мероприятии также приняла участие поэтесса из города Тамбова Мария Знобищева, член Союза писателей России, которая с такой трогательностью и любовью говорит об Искандере, что является наглядным примером истинной любви и понимания творчества великого писателя. Для меня, как для библиотекаря, много занимающегося с детьми, творчество Фазилия Искандера – это билет в вечное детство. Билет в ту страну, где сердце человека остается вечно юным, где оно открыто красоте, где человек равен званию поэта, а поэт равен высокому званию ребенка. Вечер был организован совместно с Рустрямом и учащимися второй средней школы имени Пушкина. Проведение таких мероприятий крайне важно. Они не просто хранят память о поэте, но и помогают молодым людям найти в его мудрости ответы на вопросы сегодняшнего дня, а также сохранять связь времен. Ирина Богателя, Данил Ханагуа, Абхазское телевидение. Демонтаж покрытия начался на части набережной Сухума. Отрезок от поворота на Маяк до Синей Птицы закреплен за Татарстаном. Его протяженность 220 метров, сообщили в администрации города. По словам представителя подрядной организации Адиса Геворкяна, известняковые плиты аккуратно снимают и отправляют в цех. Там их обрабатывают и вернут на место. Всего на реставрацию нужно 900 камней. Приступили к демонтажу известняковых плит. В дальнейшем они будут обработаны, полированы и уложены на исторической части. Этот камень-донор. Историческая часть у нас 220 метров. Для ее реставрации необходимо 900 камней. Нужно это сделать максимально аккуратно, снять камни. Известняковые плиты будут сняты, переведены в цех. В дальнейшем они будут там отполированы, торцованы. И в последующем будут уложены на исторической части набережной. Это все делается максимально с ювелирной точностью для того, чтобы историческую часть набережной сохранить в том виде, в каком ее видели наши старшие. Я представитель Республики Татарстан. Значит, приступили мы к демонтажу старого покрытия при содействии местной администрации, за что им большое спасибо огромное. Также с той стороны, как вы видели, наши коллеги разбирают историческую часть. Вот. Ну, приступили, все будет сделано как положено. Открытый кросс по легкой атлетике прошел в селе Нижняя Шера. Мероприятие было приурочено к годовщине мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии и прошло впервые в Сухумском районе. В кроссе приняли участие спортсмены со всех районов республики. Репортаж Аэлиты Арутюнян. Легкоатлетического кросса возложили цветы к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба. Более 100 человек приняли участие в спортивном мероприятии. Легкое волнение, боевой настрой и желание показать хороший результат сопутствовал спортсменам. Я занимаюсь же легкой атлетикой, и мы за последние 2 недели готовились, меня тренер готовил именно к дистанции 2 километра. Мы бегали несколько раз. Я надеюсь, что сегодня я смогу показать хороший результат. Я рада участвовать в этих соревнованиях. Если будет еще возможность, я обязательно буду принимать участие в этих соревнованиях. Я очень давно хожу на легкую атлетику, люблю соревнования и почти на все соревнования всегда прихожу. Месяц до начала всего этого нас подготавливали, готовили.
И вот мы сегодня приехали доказать и показать, на что мы способны. Возрастных групп было 4. Финиш всех участников у мемориала Владислава Ардзенба. Старт дистанции начинался в зависимости от того, в какую группу попал спортсмен. Расстояние дистанции 1, 2 и 3 километра. Пришли сюда профессиональные спортсмены, легкоатлеты. Помимо легкоатлетов, здесь участвуют из других видов спорта. Это очень важное мероприятие. Это в первую очередь пропаганда легкой атлетики, этого распространенного вида спорта. Мы приурочили это памяти погибшим в мартовском наступлении. И это и есть и патриотическое воспитание, чтобы молодежь не забывала, чтила память тех людей, которые отдали себя вот ради того, чтобы мы жили над мирным небом в свободной Абхазии. Сария Цкуа, главный специалист в отделе молодежи и спорта администрации Сухумского района, отметила, что подобные мероприятия мотивируют детей заниматься спортом. Открытый легкоатлетический кросс именно в Сухумском районе проходит впервые. Мы хотим взять это за основу, за традицию в будущем. Организаторами напрямую является отдел молодежи и спорта Сухумского района, наши тренера, наши преподаватели физкультуры, которые работают над нашими детьми, воспитывают здравое полноценное поколение. Это была инициатива, которую мы с большим удовольствием поддержали. Спорт воспитывает поколение. Это залог здоровья. Мы хотим, чтобы наши дети были заняты очень важным и свое свободное время проводили таким образом. Присутствующие от души по-спортивному подбадривали, болели за бегунов. Чем ближе они приближались к финишу, тем отчетливее были слышны слова поддержки, что придавало еще больше сил. В спорте могут быть как победы, так и поражения. Важно уметь насладиться триумфом и не падать духом после неудач, вынося из всего полезные уроки. Айлита Арутюнян, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. 24 марта в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен слабый дождь, туман, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-10, днем плюс 11-16. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.